Сыктывкаре впервые прошла этно-вечеринка. Представители 10 национально-культурных автономий Коми знакомили друг с друга со своими обычаями и культурой. В программе вечеринки танцы народов, проживающих в республике, дефиле национального костюма, дегустация блюд, игры и многое другое. Евгений Ракин впечатлился. Ольга Юркина на вечеринке представляет общество поляков. В нашей республике оно самое молодое, работает меньше года. Впрочем, автономия активно развивается и строит большие планы на будущее. У нас и люди среднего возраста, и дети, у нас семейно даже изучают польский язык. И мы сотрудничаем с консульством санкт-петербургским, с общиной польской, Дом польский в Петербурге. И у нас очень большие планы. Мы хорошо поем, мы хотим организовать ансамбль популярной польской музыки. Тоже надеемся, что будем выступать. И рассказывать о польской культуре, ее пропагандировать. У нас очень много творческой энергии. Эта вечеринка собрала вместе представителей нескольких национально-культурных автономий – белорусов, армян, украинцев, коми, татар, поляков. Организовали межнациональный праздник молодые активисты общественных движений. Возникла идея такая – познакомить людей со своей культурой, чтобы они побольше узнали, также о культурах соседей. Это интересная вечеринка, на которой мы все добровольно, благотворительно участвуем и работаем. Все сами сделали, все сами организовали, сами всех пригласили. Гости праздника пели песни, танцевали, пробовали разные национальные блюда. Участники мероприятия такую дружбу народов восприняли на ура. Такие вечеринки, они прежде всего налаживают дружеские отношения. Люди узнают о культурах других людей, и не откуда-то там с какой-то негативной стороны, как иногда бывает, а с позитивной стороны. Они видят представителей разных народов в хорошем настроении, в их костюмах прекрасных, с национальной кухней пробуют кухню. В зале, где проходила эта вечеринка, практически не было свободного места. Причем от души веселились и самые маленькие дети, и пожилые. А ребята из молодежного объединения заявили, что такие праздники станут регулярными. Евгений Ракин, Евгений Ершов, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.